Добрый день. Давай, что? Комитетом по делам СНГ придумали и провели еще первую такую конференцию 4 года тому назад. Сейчас встретил лично, сфотографировался, накормил, напоил цветы. Мы вас очень сильно уважаем, разговариваем. Наши друзья из Беларуси. Давай сделаем. Мы с вами эту конференцию придумали почти 4 года тому, даже больше проходит. Сейчас разрешите мне передать слово Кулакову Александру Михайловичу для приветствия. С этим вступительным словом для того, чтобы пожелать всем нам творческого подхода к обсуждению тех вопросов, которые стоят на повестке дня. И сегодня действительно пришло время принятия ответственных решений. Разрешите предоставить слово членам комитета ЖКХ Киргизской Республики, лидеру парламентской фракции Иаману Нуру ЖКХ Киргизской Республики, Кадырбекову Нуржигиту Кадырбековичу. Пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, товарищи, очень рад приветствовать уважаемые коллеги, как председатель политической партии «Справедливости и развития» Иман Нуро и одноименной фракции Джорджийской Кыргызской Республики на сегодняшней конференции, посвященной межфракционному взаимодействию между парламентами стран СНГ. Парламентской дипломатии вкладывает в решение некоторых очень трагических конфликтов на постсоветском пространстве, и мы должны продолжать этот путь, этот опыт применять в дальнейшем, потому что острых проблем и в наше время хватает. Коллеги, в России больше 15 лет. В качестве депутата, то есть второй раз, а именно на этой конференции в качестве депутата вы впервые? Первый раз, потому что я только в прошлом году был избран впервые, и наша партия в целом. Ну и, конечно же, хочется услышать от вас мнение, впечатление, насколько такие встречи важны, потому что в период пандемии все-таки приходилось обходиться без такого контакта. Насколько важно встречаться именно офлайн. И... Знаете, это очень важно, воочию и лицом к лицу. Она всегда эффективнее, она всегда более продуктивнее, да? Поэтому мне очень нравится формат данной встречи, потому что это откроет возможность для фракций, в том числе для небольших фракций. В основном ведутся переговоры, какие-то диалоги, взаимодействия между ведущими политическими партиями. В то же время потенциал парламента и межфракционных отношений, поверьте мне, это огромный. И мы должны раскрыть этот потенциал. И именно вот такая платформа, такой диалог, такие конференции, они дают возможность раскрыть данный потенциал, чтобы мы в дальнейшем улучшили взаимодействие во всех спектрах двусторонних и многосторонних отношений. Кстати, в этом году через грант... Совершенно правильно. Коллеги, давайте поприветствуем на гостевом балконе
в зале заседания у нас присутствуют участники третьей Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Приднестровья, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Осетии. Уважаемые коллеги, мы вас приветствуем, рады, что приехали. Нам необходимо развивать парламентское измерение, и роль в этом вопросе фракции огромна. Спасибо. Профильный комитет у нас инициировал конференцию. Спасибо большое, очень приятно видеть кадры из Алтая. Мое любимое место для отдыха. И всем рекомендую нашим друзьям, коллегам обязательно там побывать. Ну, прежде всего, спасибо большое за приглашение выступить на международной межпартийной конференции «Евразийский выбор» как основа укрепления суверенитета, антикитайскую направленность. Что, собственно, не скрывается. Муржигит, вот вопрос такой. Название вот этой конференции, мне есть, сейчас говорили об этом, есть небольшой парадокс. С одной стороны, евразийский выбор, с другой стороны, суверенитет. Вот насколько евразийский выбор, я имею в виду всех стран, то есть имеется в виду некое объединение евразийское, может укреплять суверенитет? Одно другому не мешает. Я бы даже сказал, что интеграция со своими стратегическими партнерами, она укрепляет и суверенитет тоже, потому что сейчас новые времена, новые вызовы, и мы должны подниматься на новый уровень взаимодействия с учетом современных вызовов на геополитическом уровне, в экономике и в других сферах. Поэтому сегодня проводится очень важное мероприятие, потому что вот такие мероприятия откроют путь, потенциал новых акторов международной политики. Это фракции, это парламентская дипломатия. Год за годом роль дипломатии растет в решении самых злободневных вопросов международной политики. И парламенты, представители народа, они прошли через выбор электората и очень хорошо знают местные проблемы, чаяния народа. Внешняя политика, она является продолжением внутренней политики, либо внешняя политика, она работает на внутреннюю политику, да, для решения внутренних задач. Поэтому данное мероприятие как раз вот отвечает вот этим вопросам. Скажите, пожалуйста, вот недавно у нас здесь были примаковские чтения в Москве, и господин Лавров выступал, и он говорил о том, что во все страны, дружественные нам, в том числе в Кыргызстан, я так понимаю, приезжают эмиссары от Соединенных Штатов, от Великобритании и всячески убеждают в том, что не нужно сотрудничать с Россией, нужно присоединяться к санкциям, мы вам все компенсируем, и так далее и тому подобное. И вот сейчас даже уже некоторые газеты, там, в частности, например, британские, пишут о том, что ШОС может затрещать по швам, Евразес может затрещать по швам, потому что, ну, вот, как бы мы не остановимся, мы будем давить. Насколько это вообще вероятно? Для того, чтобы комментировать данный вопрос, если бы я участвовал в таком процессе, ну, даже вот косвенно, я бы мог давать оценку, да. Я тоже являюсь политическим деятелем нашего суверенного Кыргызстана, но в отношении, то есть к тем кругам, где я вот не чувствовал вот такую политику со стороны наших, как бы, политических деятелей других государств, я имею в виду, да. Но в любом случае, я не знаю, у кого какие-то намерения, но любые такие решения, международные решения, какие-то процессы, они должны влиять негативно на наши отношения. Это зависит только от нас, от наших намерений, от наших стремлений. Мы прекрасно понимаем, что имеем единое пространство, географическое пространство, единую культурную, как бы, прошлое, да, историческое прошлое. И мы должны укреплять для того, чтобы решать самые злободневные вопросы в интересах наших народов. И еще раз повторяю, подчеркиваю, что это зависит только от нас, от лиц, принимающих решения в двух государствах или в тех государствах, которые являются партнером России
и партнерам Кыргызстана. А скажите, пожалуйста, вот эта европейская интеграция, например, в рамках Евразес, она укрепляет суверенитет Кыргызстана? Знаете, может быть, она помогает если мы ставим правильные акценты, если у нас будет правильная стратегия, если те решения, которые прописаны на бумагах, они будут воплощены в точь-в-точь, как они записаны, да, тогда это, конечно, будет укреплять. Но процесс формирования, процесс систематизации нашей деятельности в рамках вот этих интеграционных институтов, это займет определенное время. Сейчас, мне кажется, все-таки идет на лад, на подъем. Но мы должны делать очень многие выводы, потому что даже в рамках этого интеграционного союза иногда возникает какое-то непонимание между партнерами. Это нормальный процесс. На то и мы политики, на то и мы дипломаты, чтобы решать и улучшить работу вот в рамках этого союза. Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, с вами вместе рядом сидел вот